В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Поддержка ветеранов специальной военной операции – одна из главных задач, которые сегодня стоят перед правительством и общественностью. Ну и сами ветераны проявляют инициативу, создавая общественные движения и объединения. Одно из них – Ассоциация ветеранов специальной военной операции. О деятельности ассоциации мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Николай Семенов, заместитель председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции, ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества. Николай Мирославович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Ну, расскажите, вот в республике и в городе уже существуют ветеранские организации. Вот чем ваша ассоциация отличается от них? Можно даже перечислить их. Перечислить можно, да? В нашей республике 3 ассоциации ветеранских. Это Союз афганцев есть, Ассоциация ветеранов боевых действий за Отечество и Ассоциация ветеранов боевых действий внутренних войск и внутренних дел. Ну, мы с ними работаем, дружим, никаких там отграждений нету. Нас в чем отличие, да, еще спросили. У нас участники специальной военной операции, объединяет их. Какие основные направления в работе? Во-первых, это патриотическое воспитание, консолидация ветеранов специальной военной операции, увековечивание и защита прав ветеранов. Вот основные направления работы нашей ассоциации. Может, кто может стать членом ассоциации? И сколько сейчас человек? В данное время в ассоциации состоят 83 человека. Вот с какими проблемами и вопросами чаще всего к вам обращаются? Ну, последний раз обратились родные участника СВО. Он заключил контракт в Западном военном округе и без вести пропал. Наша ассоциация, мы обратились к комитету по делам ветеранов. Это представительный наш орган. Сделали запрос и нашли данного военнослужащего. А правда ли, что в вашей ассоциации чаще всего это все якутяне, герои России? Да, обязательно надо отметить и озвучить. Наша ассоциация создана в июне месяце с участием наших героев. Это Александр Колесов, Радомир Максимов. И участие приняли из муниципальных районов, из разных видов родов войск, добровольческих формирований и ЧВК «Вагнер». И единогласно был председателем избран Сулустан Владимирович Заволоцкий. Одно из направлений вашей работы, да, вернемся к самим направлениям, чаще всего что обращаются, помощь в трудоустройстве ветеранов. Можете рассказать, как это происходит? Ну, ветераны адресно к нам выходят по данному вопросу. Я хочу сегодня рассказать на примере города Якутска. У нас, допустим, в системе образования города Якутска трудоустроились 12 ветеранов, участников в СВО, в том числе в дошкольных организациях они работают. И этот вопрос у нас стоит в приоритете. Они приходят, проходят профессиональную переподготовку, и мы оказываем содействие трудоустройству. А куда чаще всего трудоустраивают? Ну, по разным сферам, у кого какая специальность. Ну, чаще всего или... Ну, чаще всего и жизнеобеспечивающих организациях можно перечислить всех. Наверное, не успею. Конечно, во всех сферах наши ветераны работают. А учатся сколько? Недолго, наверное, да? Учатся, переподготовка. Там есть сопровождение в некоторых организациях. Это, допустим, как пример привел, система образования. Там потому что работают педагоги, педагогический подход, наставничество. Поэтому ребята быстро проходят адаптацию и приступают к работе. Ну, главное, желание есть. Главное, чтобы у них желание было. Да. Сотрудничаете ли вы с другими общественными организациями? Какими, например? Именно общественными, да? Ну, сотрудничаем. В начале, в первом вопросе вам ответил. Это ветеранские организации, организации, которые работают в сфере гуманитарной помощи,
Со всеми взаимодействие есть, работа ведется планомерная. И, наверное, с органами государственной власти тоже. Это обязательно, потому что наша ассоциация же создана по инициативе ветеранов боевых действий при поддержке администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия и тесно взаимодействуем с Министерством молодежи и социальной коммуникации, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, МВД, военный комиссариат, социальных партнеров у нас хватает. А с фондом «Защитники Отечества», например? Ну, фонд защитника можно отметить лучшую сторону. Этот фонд справляется со своей обязанностью так хорошо, потому что эти социальные вопросы, все через них решается, через социальный фонд. Может, общие какие-то встречи или акции есть, в пример, который можете привести? Ну, в рамках сейчас например. антифашистского форума у нас совместно с молодежным центром «Патриот», с ассоциацией, с фондом проходят встречи со школьниками, разговоры о важном вот на днях. И по плану будет идти до 6 ноября. А вот в будущем какие планы? Или пока нет? Нет, почему у нас план есть. Мы на общем собрании утвердили план общий на год, на 25 год. В плане у нас стоит увековечивание памяти, это установка мемориальных досок наших погибших воинов и так далее. Сейчас вот многие ветераны занимаются патриотическим воспитанием. Вы сказали, это разговор о важном, общение со школьниками. Вот какая работа проводится в этом направлении у вас еще дополнительно? Кроме уроков мужества у нас проводится, мы оказываем содействие в проведении памятных мероприятий. Это военно-спортивные игры именем погибших наших воинов. Это в Мегино-Кангаласском районе проводится военно-спортивная игра в честь нашего товарища Тарабукина. В Усалданском районе такая же игра проводится в честь Василия Данилова. Мы во всех этих мероприятиях оказываем взаимодействие, содействие. Вот такие мероприятия. И как пример могу привести, 30 сентября, в день воссоединения ДНР и Луганской, мы посетили, ветераны боевых действий посетили 40-ю школу имени Михаила Ефимовича Николаева и провели тоже урок мужества, где охватили около 80 обучающихся. А как вот в играх проходили, вот в УЛУС, как игры проходили? Ну, игры проходят довольно на таком высоком уровне, уже взяли свой оборот. Вот, игры проводятся вот на родине первого героя из народа Саха, Федора Кузьмича Попова. Это республиканские соревнования. И в этом году мы тоже окажем содействие при проведении и организации. Вот как про увековечивание памяти, что вот про таблички вы рассказывали? Так, про увековечивание сначала я хочу остановиться на примере города Якутска. Это тот же система образования. Мы сделали запросы, анализы, как это все делается. В 54 общеобразовательных учреждениях установлено 80 стендов и 65 парт героев. В этом году? В этом. Нет, вообще с начала СУГО, да. Потому что каждый выпускник школы должен знать о своих воинах, выпускниках, обучающихся, то есть о своих героях-выпускниках. Вот тогда у него уже появится чувство гордости. Это вот чаще всего при школе делают, либо... При школе, да, все. При общеобразовательных учреждениях все устанавливается. Николай Мирославович, вот сейчас остро стоит вопрос вот, и что нужно для того, чтобы вот стать членом ассоциации, куда обращаться? Ну, у нас пока юридического адреса нету, но в плане есть. А так фактически наш адрес находится по улице Курушева, 36. Это Республиканский психологический центр,
4 этаж. Как обратиться? Может быть, сайт есть, Ну, позвонить? пока можно? сайта нету, телеграм-каналы есть, канал. И сайт будет в будущем плане. И по каким вопросам еще раз можно вот обратиться, прийти? За какой помощью? Так, по вопросам защиты прав, по увековечиванию, вот бывают вопросы. По вопросам патриотического воспитания, посещения школ, средних учебных заведений и высших учебных заведений можно обратиться. У нас всегда двери открыты. Вот. Еще раз повторяю, Курашова, 36, 4 этаж. Там Алексей Федорович и Сулстан Владимирович вас встретят и все объяснят, покажут, расскажут. И по социальной поддержке также помогают? Не, по социальной поддержке есть Отдельно? определенные структуры. Это у нас фонд защитников. Мы направляем, советуем, объясняем и координируем. Ну, спасибо, Николай Мирославович, что сегодня к нам пришли, рассказали действительно важную информацию. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.